Хочешь чемпионат мира – готовься к войне. Видимо, так решили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и направили в Петербург требование оборудовать все еще недостроенный стадион на Крестовском острове бомбоубежищем. Где разместить защитное сооружение в профильном комитете города, пока не знают. Согласно плану МЧС, по своей вместительности бункер должен быть еще больше самого стадиона. Ответ Комитета по строительству Санкт-Петербурга. В настоящее время рассматривается вопрос необходимости включения в проект дополнительного защитного сооружения для персонала и посетителей на 84 тысячи человек. Это не только финансовый вопрос. Непонятно, где вообще можно разместить такое колоссальное сооружение. При строительстве бомбоубежищ на одного человека в среднем закладывают 1,5 квадратных метра. В таком случае, чтобы выполнить требования Министерства чрезвычайных ситуаций, надо построить укрытие площадью 126 тысяч квадратных метров. А это, чтобы было понятнее, 17,5 футбольных полей. Неясно и кто заплатит за это. Стройка на Крестовском острове уже обошлась почти в 40 миллиардов рублей. Это больше, чем, к примеру, годовой бюджет всей соседней Новгородской области. Подчеркну, без учета строительства бомбоубежища. Сегодня много бомбоубежищ брошены, часть из них еще в 90-е годы продали в частные руки. В некоторых открыли ночные клубы. Но много защитных помещений восстанавливают. Военные настроения в Петербурге в тренде. Большинство горожан не считают это проблемой. Про кремлевских СМИ инициативу интерпретировали несколько иначе. И, кажется, пункт отношения к проводимому президентом и правительством курсу поняли буквально. Но даже в таком случае строительство бомбоубежищ не выход, считает парламентарий Михаил Амосов. Соединенные Штаты Америки и Россия могут по несколько раз уничтожить не то что друг друга, но вообще, так сказать, все человечество. Да? Ну какие тут бомбоубежища? 20 тысяч или 120 тысяч? Какая разница? Понимаете? По-моему, это какой-то абсурдный проект. Вот я, честно говоря, думаю, что он не будет осуществлен. Есть надежда, что кто-то решил просто заработать на сооружении гигантского бомбоубежища к Мундиалю. По крайней мере, успокаивает, что у самих строителей таких укрытий дома нет. Нет, я думаю, что нету смысла. Почему? Ну, надеюсь, что войны не будет никогда. А так для чего, не знаю. Больше не для чего использовать его. Чтобы картошку там хранить и банки. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.